Добрый день, дорогие ребята! Сегодня интегрированная образовательная учебная деятельность по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию. И тема занятий «Я космонавт». Я буду космонавтом. Ракета. Прежде чем мы начнем наше занятие, хотелось бы, чтобы вы прослушали такое четверостишье. Дома за книжкой и в детском саду мечтают мальчишки, мечтают девчонки лететь на Луну. Упорно мечтают они о Луне и даже летают, но только во сне. Ребята, кто такие космонавты? Правильно, это летчики, которые управляют космическим кораблем. Как вы думаете, каким должен быть космонавт? Здоровым, сильным, умным, трудолюбивым, мужественным, выносливым. Молодцы, спасибо. Как называется костюм космонавта? Скафандр. Правильный ответ. Мы с вами говорим, что космонавты летают в космос. А что такое космос на самом деле? Смотрел человек на звездное небо, и ему захотелось узнать, что же это за звезды и почему они такие яркие. Ученые придумали специальные приборы, которые называются телескопы, и, наблюдая за звездным небом, узнали, что кроме Земли есть и другие планеты. Одни меньше, другие больше. В центре Вселенной находится Солнце, самая большая звезда. Вокруг него движутся планеты, такие как Венера, Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун, Плутон и Земля. Космонавты и ученые выяснили, что на планетах, которые вертятся вокруг нашего Солнца, жизни нет. На одних слишком холодно, на других слишком жарко. Никто не живет на этих планетах. А сейчас, ребята, я предлагаю вам выучить стихотворение, которое называется «Я буду космонавтом». В темном небе звезды светят, Космонавт летит. В темном небе звезды светят, Космонавт летит в ракете. День летит и ночь летит, И на землю вниз глядит. Видит сверху он поля, горы, реки и моря. Видит он весь шар земной наш дом родной. В темном небе звезды светят, Космонавт летит в ракете. День летит и ночь летит, И на землю вниз глядит. Видит сверху он поля, горы, реки и моря. Видит он весь шар земной наш дом родной. В темном небе звезды светят, Космонавт летит в ракете. День летит и ночь летит, И на землю вниз глядит. Видит сверху он поля, горы, реки и моря. Видит он весь шар земной наш дом родной. Ребята, вы все запомнили стихотворение? Домашнее задание – выучить стихотворение «Космонавт». Ребята, а я вам предлагаю пальчиковую гимнастику.
Пальцы, пальцы на зарядку, ведь нельзя им уставать, чтоб в альбоме быстро, ловко стали ракету рисовать. Итак, рисуем корпус ракеты заостренным носом на весь лист. Рисуем одно крыло слева, другое крыло справа. Отступая от носа ракеты, проводим дугу. В конце ракеты две линии. В середине корпуса рисуем круг, иллюминатор. Вокруг ракеты можно нарисовать звезды разных размеров. Обводим ракету звезды маркером. Подошло время разукрасить нашу ракету. Мы берем красную гуашь, красим нос ракеты и крылья. Синяя гуашь нам понадобится для корпуса. Кончиком кисточки мы аккуратно красим корпус. Также одну нижнюю полоску мы закрашиваем в синий цвет. Оранжевая гуашь нам понадобится, чтобы закрасить вторую полоску. Желтая гуашь нам нужна для того, чтобы закрасить иллюминатор и звезды, расположенные вокруг ракеты. Наша ракета готова. Посмотрите, как красиво получилось. Все молодцы. Всем большое спасибо. Ребята, скажите, пожалуйста, что нового узнали вы? Вам было интересно узнать о космосе? Скажите, пожалуйста, вам было сложно заучивать стихотворение по мнемотаблице? Что затруднило при рисовании ракеты? Вы все большие молодцы. Всем большое спасибо. А я, как и прежде, буду ждать ваших работ. До свидания. Сау болыңыздар. Арманы бар бір ғана, талабы зор баламын. Шынығумен шыңдала, тез-ақ өсіп толамын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Арманы бар бір ғана, талабы зор баламын. Шынығумен шыңдала, тез-ақ өсіп толамын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай, мен ғарышкер боламын. Жұлдыздарды жағалай, айға барып қонамын. Тұңғыш Тоқтар ағатай.
боламын.